правительстве эта неделя началась с увольнений. Глава Кабмина Сапар Исаков представил к увольнению руководителя аппарата правительства Нурханбека Мамуналиева. Ждать какого-то решения по этому поводу чиновник не стал и следом написал по собственному желанию. Известно, что работал он на этой должности с 2012 года. Уволен и его зам. Главными причинами, которые явились поводом для таких действий, плохое исполнение своих обязанностей. А именно из-за многочисленных ошибок, допущенных при подготовке законопроектов, ответственность за которые была возложена именно на Мамуналиева. Один из них – недоработки в проекте Таможенного кодекса. В интервью СМИ он с предъявленными в его адрес претензиями согласен. Я решил уйти, так как чувствую ответственность за серьезные недоработки в подготовке документов международного масштаба аппаратом правительства. Были допущены ошибки в подготовке Таможенного кодекса ЕАЭС, в частности в определении срока вступления документа в силу. Напомним, ошибку в документе заметили уже после его принятия. Таможенный кодекс во всех странах-участницах Союза должен был вступить в силу 1 января 2018 года. А в правительстве Кыргызстана в законопроекте к единице приписали еще и пятерку. И получилось, что в республике документ должен был вступить в силу 15 января. Заметили ляп лишь в аппарате президента. На заседании депутатов был грандиозный скандал. Парламентарии еще раз усомнились в профкомпетентности чиновников. Приходят к нам с документами, в которых множество ошибок. Даже между собой не согласуют. Сами, похоже, не читают или не понимают. А нам приходится все исправлять. Нам пришлось даже в воскресенье собираться. К своей работе нужно относиться со всей ответственностью. Сейчас премьер-министр пытается с этим бороться посредством выговоров. Но этим вопрос не решить, я считаю. Это все из-за того, что много неопытных кадров. На чужих ошибках, похоже, чиновники не учатся. Недавно недовольство депутатов вызвала подготовка другого документа. Речь идет о соглашении между Россией и Кыргызстаном. У нас в республике должны были открыть 9 представительств миграционной службы Российской Федерации, а там, соответственно, 2 наших. В документе были замечены недочеты. Какие именно ошибки были допущены, пока не сообщается. Но Кабмин признал, что они есть. И опять же в последний момент. И ответственные за это также освобождены от занимаемых должностей. Заведующий отделом социального развития Улан Маматканов и заведующий отделом правовой экспертизы Максатбек Есеналиев. В связи с тем, что по срокам и по некоторым ошибкам, которые допустили со стороны правительства, данный проект закона был возвращен с претензией президента. По данному вопросу было принято решение со стороны нашего комитета премьер-министру, чтобы он рассмотрел возможность уволить с должности министра юстиции, а также руководителя миграционной службы Кыргызской республики. На основании этого со стороны правительства было проведено служебное расследование. В итоге репутации страны был нанесен урон, говорят депутаты. Все-таки очень важный документ. Президент наложил вето на соглашение. Комитет по международным делам предложил премьеру снять с должности министра юстиции Урана Ахметова и председателя госслужбы миграции Миндыбека Айдаралиева. Вину за недоработки парламентарии возложили именно на них. Но пока министр юстиции получил замечание. Отметим, за плохую работу в прошлом году выговоры и замечания от премьера получили и ряд других чиновников. Среди них главы Минфина, Минэконома, Минсельхоза, а также статс-секретари некоторых ведомств. Анастасия Соболева, Алтынбек Канабекулу, НТС.